Сыктывкарский строитель проводит первый предсезонный сбор. После углубленного медобследования игроки приступили к тренировкам на земле. Общая физическая подготовка с постепенным увеличением нагрузок. Первые официальные матчи в этом году пройдут непривычно рано. 31 июля в Ульяновске стартует Кубок России. О подготовке и задачах на предстоящий сезон знает Алексей Корчма. В межсезонье строителю удалось не только сохранить костяк команды, но и сделать точечное усиление. Полузащитники Дмитрий Ширяев, Артем Варламов, Денис Потемин и защитник Андрей Осипенков как минимум на год примерят форму сыктывкарского клуба. Новобранцы уже в строю и приступили к тренировкам. Настроение боевое. Маленько прогулялись по городу, понравился, такой компактный, красивый. В коллективе приняли хорошо. Много ребят, знаю, играли вместе. На старте прошлого сезона нападающий строитель Алексей Ничков в выездном матче против московского «Динамо» получил тяжелейшую травму. Но даже после операции на костылях он приходил поддерживать команду. Сейчас нога в порядке. Алексей Ничков тренируется в общей группе. По всем соскучился ребятам. И все ребята, я думаю, по друг другу во время отпуска. Хоть он короткий у нас в этом году, но все равно все соскучились по этому ритму жизни тренировочному. Поэтому сейчас в коллективе все хорошо, на данный момент идет подготовительный процесс к серьезным нагрузкам. Сейчас втягивающие тренировки. Селекционная работа по формированию сыктывкарской команды продолжается, отметил главный тренер клуба Павел Франц. Но более-менее ровный состав уже сформирован. На лавке просиживать никто не будет. У нас есть 20 человек, которые все, равные. Если, допустим, у нас один человек выходит на поле, мы делаем замены, то у нас получается равноценные замены, я это вижу только положительно. Никогда не бывает легких сезонов или легких матчей. Понимаете, тут пока тяжело загадывать, как оно все будет, как сложится у нас с травмами, как придет адаптация новых ребят. Это, говорю, только покажет время, но задачу поставили мы с ребятами, выход вперед. С июля хоккеисты-строители приступят к тренировкам на малом льду. Затем выездной сбор в Ульяновске, где сыктывкарская команда проведет ряд товарищеских матчей. А уже 31 июля на открытом стадионе «Волга Спорт-Арена» стартует в Кубке России. Алексей Корчма, Вячеслав Беспалов, телеканал «Юрган».